Вот у меня такой вопрос. Конечно, коллеги очень хорошие темы поднимают. Вообще, сколько процентов кредиты получили фермеры? Сколько в очереди? И вообще в процентном соотношении, если вот брать стейк, да, қаншасы алды, қаншасы очередьте тұрады деп айтыласыз ба, қысқаша? Так, по нашему банку нам выделено пока миллиард сомов, из них уже 510 профинансировано. Получило 1166 человек. Вот смотрите, нам все-таки не стоит забывать, что вопрос внутренней миграции, как раз таки, если бы эта сфера сельского хозяйства была хорошо проспонсирована, кредиты были бы, тоже бы мы решили многие проблемы бы. И я бы скорее поддержала этот законопроект. Это раз. А во-вторых, вот за 25 лет в сферу сельского хозяйства сколько вообще вливаний было, сколько предоставлено от международных доноров средств. Мне очень странно, Министерство сельского хозяйства, уж гранттардың барын көзөмөлдөйсүңөр, Министерство экономики. Какой-то анализ был, что с этими деньгами, в какие области уходили, отработали ли эти проекты добросовестно или нет. Вот, допустим, есть такая практика, да, международные доноры открывают какие-то фонды здесь, которые непосредственно деньги должны уходить на, скажем, на сельское хозяйство, на поддержку фермеров. Однако наши, скажем, шустрые сограждане, которые работают в этих же фондах, они быстренько из этих общественных фондов создают, скажем так, микрокредитные компании, да, очень много таких людей. Микрокредитные потом превращаются в банки, таких примеров в Кыргызстане много, немало. Вот лично, который я помню пример, это Райфайзен фонд, где немцы профинансировали до 1 миллиона евро, выделили на поддержку сельского хозяйства, но эти деньги ушли и стали выдавать кредиты, персональные кредиты. Полтора месяца ушуну көзөмөлдөш керексиңер, аны өкмөттүн өкүлү отурсаңыздар, и вообще министрам и представителям Министерства экономики большая просьба, проконтролируйте, когда-нибудь за все эти вещи наступит период ответственности. И нужно внимательно это контролировать. Как абунакчан бары гетти, кто получил, кто проел, кто не проел. В один прекрасный день ответственность будут нести все лица, несмотря на срок давности.